Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «По сводкам МВД» и с вами Анастасия Горшкова. Сегодня я вам расскажу о преимуществах получения государственных услуг ГИБДД в электронном виде. Портал государственных услуг помогает водителям проверить наличие штрафов, а также, не выходя из дома, записаться на прием в ГИБДД. Чтобы не терять время, подать документы можно по предварительной записи на портале госуслуг. В любое удобное для вас время вы можете подать заявление в электронном виде по вопросам совершения регистрационных действий в отношении ваших транспортных средств по выдаче, замене водительских удостоверений, а также получить информацию о допущенных административных правонарушениях в области дорожного движения. Для этого необходимо зарегистрироваться на интернет-портале госуслуг, затем в своем личном кабинете, выбрав в разделе услуг ГИБДД соответствующую услугу, поэтапно заполнить все поля заявления, а также указать дату, время для оказания услуги и адрес подразделения госавтоинспекции, в котором вы желаете получить данную услугу. После подтверждения заявителю необходимо прибыть в отделение ГИБДД к тому времени, которое им выбрано. Пользователи единого портала госуслуг с 1 января 2017 года могут оплачивать пошлины на государственные услуги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошлины, уплачиваемой за получение государственных услуг. Согласно федеральному закону номер 402 ФЗ о внесении изменений в статью 335.35 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации от 30 ноября 2016 года скидка предоставляется госпошлиной всем физическим лицам, которые обратятся за получением госуслуг на единый портал госуслуги.ру. Также на сайте госуслуг предусмотрена возможность самостоятельной проверки неуплаченных штрафов, что позволяет вовремя получить информацию о нарушении и воспользоваться возможностью оплатить половину от суммы штрафа. Это возможно в том случае, если нарушитель оплатит штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако некоторые сложности могут возникнуть при фиксации нарушений приборами, работающими в автоматическом режиме. Постановление о привлечении к административной ответственности направляется владельцу транспортного средства почтой в течение 3 дней. Владелец не всегда проживает по адресу, указанному в регистрационных документах на его транспортное средство. Поэтому для своевременного получения информации об административном штрафе ГИБДД рекомендует пройти регистрацию на портале «Электронное правительство», ведь все, кто зарегистрирован на портале, могут оперативно получить СМС-уведомления о штрафах и уложиться с их оплатой в 20-дневный срок. Напоминаем, что регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД УМВД России по городу Канашу находится по адресу: город Канаш, улица Пушкина, дом 43А. Вход находится со стороны улицы Канашская. Также мне бы хотелось рассказать о том, что делать в случае, если на автомобиль наложен запрет на регистрационные действия. Одной из причин наложения запрета на регистрационные действия с транспортным средством могут стать долги собственника. Инициаторами запретов выступают следственные органы или службы судебных приставов. В первом случае запрет снимается в ГИБДД при предъявлении оригинала постановления о снятии запрета. Во втором случае запрет может снять только служба судебных приставов. Граждане часто попадают в ситуацию, когда при личном обращении в службу судебных приставов им выдают подтверждение о снятии запрета на бумажном носителе, на постановление о снятии запрета. А в ГИБДД может выясниться, что в базе все еще действует текущий запрет на транспортное средство. Сотрудники ГИБДД в регистрационных подразделениях могут проверить поступление информации из службы судебных приставов о снятии запрета. Однако технической возможностью снятия запретов, наложенных на транспортные средства службы судебных приставов, госавтоинспекция не располагает. И поэтому постановление о снятии запрета в бумажном виде этот вопрос решить не поможет. Снятие запрета должно пройти на федеральном уровне, в федеральной информационной системе в электронном виде. И данное действие может провести только инициатор наложения запрета, а это служба судебных приставов. Препятствовать своевременному выполнению такой операции могут технические ошибки в системе при составлении электронного документа.
Поэтому гражданам после снятия запрета со стороны службы судебных приставов рекомендовано обратиться в общедоступный сервис «Проверка автомобиля» на сайте gibdd.ru и при длительном отсутствии подтверждения снятия запрета снова обратиться к инициатору наложения запрета. Отдел МВД России по городу Канашу объявляет набор граждан, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации, на имеющиеся вакантные должности. Полицейские патрульно-постовой службы полиции, полицейские изоляторы временного содержания. Денежное довольствие составляет от 23 тысяч рублей. Образование, которое необходимо, это среднее, полное, общее. Оперуполномоченный уголовного розыска денежное довольствие составляет от 38 тысяч рублей. Образование среднепрофессиональное и высшее. Следователи, дознаватели, денежное довольствие от 33 тысяч рублей. Образование высшее юридическое. Принятые на службу обеспечиваются денежным довольствием выше средней заработной платы по Чувашской республике, оплатой больничных листов 100%, основной отпуск 40 календарных дней и дополнительно отпуска до 24 календарных дней, возможностью бесплатного обучения в вузах системы МВД России, бесплатным медицинским обслуживанием, льготными путевками на санаторно-курортное лечение в дома отдыха, ежемесячной выплатой денежной компенсации за наем, поднаем жилых помещений, ежегодной материальной помощью в размере 2 окладов денежного содержания, а также срок службы для назначения пенсии 20 лет, срочная служба в вооруженных силах и половина периода очного обучения в вузах входит в общий стаж службы. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Канаш, улица Пушкина, дом 43, кабинет 306 и по телефону 3 67 92. На этом наш выпуск завершен. С вами была Анастасия Горшкова.